Так, Але вот, меня вот цягне у зоопарк. Ой, памятаеце яшчэ, ну, таксама потым мадэрнізавалі гэтыя все аркі входныя. У меня вот самы ўваход у зоопарк, это вот такія каменныя нейкія аркі, і там яшчэ лев і папугай, по-моему, былі на намаляваны. Да, нейкія вот такія ілюстрацыі, ці надрукаваныя, ці, ну, але, по-моему, вот лев быў, ці тыгр нейкі і нейкая папуга. Вот. І вось сам зоопарк, з чаго ён у вас звычайна пачынаўся? Куды там дзеці цягнулі вас? Слухай, слон. Пачынаўся і сканчаўся зоопарк слоном. Ну и, конечно, там всякие вот копытные, там пони всякие, вот это, кто там это, как они называются, остатние зебры. Вот про слона, да, вот как раз, ну, давай, да, это, на жаль, что вот он, слон Сурок, да, это уже другой слон был в зоопарку. А может и третий. Может, ну, потому что я докладно веду, что у 60-х годы дзесьці привезли с Вьетнама этого войскового слона, который во вьетнамской армии спочатку служил, потом приехал у Гродзенский зоопарк слон Маша, да, слон Маша, или не так звали, а потом с Лейпцигского зоопарку привезли слона Сурака. Вось, яго ўжо, напэўна, большасць гарадзянцаў памятае. І, на жаль, ён памёр у 2002 годзе. Ой, я помню, как это слона прямо так выхаживали, так все хотели, там ему приносили некие там смакотки, и лечили его, и все это рассказывали в прессе, и по телеку, и казали, что вот, там ему легче, ему тяжей, но але увы никуда. Вось, я знайшоў такую інфармацию, якраз, это вот початок 2002 года, як вот гродзенские СМИ пишут, слон Сурок нуждается в нашей помощи. Там вот внизу материала дали все разліковыя рахунки Беларусьбанковская, каб гродзенцы пишут про то, что гродзенцы приносят ему вот по допомогу нейкую ежу, там нейкая дзяўчынка принесла гроши, и сказали, типу, покинь себе, она пачала плакать, типу, нет, отдать, ну, это слону. Але я вот знайшоў такую цікавую информацию, колькі гэты слон у дзень еў ежы. Ну, давай. Зараз крыху закину лічбамі. По-перше, арабские слоны в неволе живут в пределах 50 лет, а Сураку в этом году исполнится 45. Это вот 2002 год. Ну, уже как бы, узрост так само не самый молодой. Он был привезен в Гродненский зоопарк в 1964 году из Лейпцига. Когда Сурок был здоров, за сутки он съедал 80 килограмм сена, 25 килограмм картошки, 15 килограмм капусты, 12 килограмм отрубей, столько же хлеба, 2,5 килограмма яблок и килограмм сахара. Это вот за такой штодзённый рацион слона Сурака. Наколькі б нам с тобой хапіло? Ну, такой это запасик для белорусов у погребе, где не мы почали з яблык, потім би на бульбу, концы б жевали щена. Да, и вот тут як бы згадую, месяц бы протрималися. Жители Плана, узнав о болезни Сурака, оперативно откликнулись. В зоопарк несут лекарства, еду, бананы, яблоки, апельсины, вареную картошку, даже спирт и водку. Вот. Двое пожилых людей, которые зимой не выходят на улицу, прислали соседку с полной сеткой лакомств для Сурака.